пути развития сельского хозяйства при университете организовали конференцию. На этой конференции был разработан план намеченных пути развития. Кстати, на нем присутствовали и главы администрации, начальники управления сельского хозяйства, производственники. Материалы рекомендаций были представлены и президенту, премьер-министру, парламенту. Но все они были подушены под сукно, и все оставалось так, как и было. То есть никаких подвижек эта конференция не давала. Прошло еще десяток лет, это 2012 год, да, провели вторую конференцию. Судьба принятых решений осталась прежней. Это говорит об отношении прежней власти к развитию сельского хозяйства. Каково наше видение дальнейшего развития и сегодняшнего его состояния? Начну с кадровой проблемы. Нельзя решить те проблемы, которые стоят перед республикой в развитии сельского хозяйства без кадрового обеспечения, то есть воспитания высококвалифицированных кадров. Скажу откровенно, что мы сами педагоги не готовы своим конечным продуктом. И почему? Дело в том, что можно ли готовить высококвалифицированные кадры без наличия базы для их подготовки. Создали агроинженерный факультет и приняли его как гуманитарный, без должного обеспечения и прежде всего базы. После войны государством было принято решение о передаче учебно-опытного хозяйства в университет. Тут же, через некоторое время, было принято другое решение. Разделили учебно-опытное хозяйство на части, организовали госхозы, которые сегодня не представляют никакой ценности в запущенном они состоянии. Университету выделили Килосурское отделение участка, окружающее университет, и Тамыльский полигон его назвали участок. Дело в том, что Килосурское отделение представлено цитрусовыми насаждениями, которые исчерпали свои ресурсы. И студенты этого видят, можно подойти к дереву вот так, прикоснуться к нему легко, и они падают. Поэтому, чтобы привести его в порядок, то нужно срочно выкорчевать его и произвести перезакладку уже совсем с коллекциями, со всеми необходимыми насаждениями для обучения студентов. Что касается Тамыльского участка, то оно запущено и находится в таком состоянии, что почти его заново нужно приводить в порядок. И там проводились исследования еще до войны, в части возможности использования 60 гектаров использования под многолетние культуры, проводились испытания, так они не закончились, и мы сегодня не можем дать ответа в части его использования. И снова нужны большие средства. Когда мы посчитали, сколько это нужно, это в пределах 22 миллионов, и представили правительству,
то, конечно, таких средств не нашлось, и не знаем, что будет в будущем. Мы просили отдать, не нужно, скажем, факультету, он может быть объемы, каким представлялось, учебное хозяйство представлялось, но дать нам хотя бы центральное отделение. И почему? Да потому что там и насаждения, коллекционные, опыты заложены, которые следовало и следует продолжать. А его сегодня так запустили, что там, если зайти, посмотреть, то крайне неприглядном состоянии. Но власть не услышала. Мы просим будущую власть обратить на это внимание, к нашим просьбам, и решить это давно насущный вопрос. Что касается подготовки кадров-механизаторов, можно ли готовить кадры без машино-тракторного парка? Готовить инженеров-механизаторов по плакатам, не видя техники, не видя тех же культиваторов, опрыскивателей, современных марок. Мы тоже учились, заканчивали вуз. И помним, как проводились эти практические занятия у непосредственного объекта. У культиватора, у комбайна, у опрыскивателя, с его регулировками и так далее. Вот поэтому обязательно машино-тракторный парк должен быть. А на сегодняшний день нет ни одной единицы, чтобы показать студенту и научить ему. Мало того, наши инженеры-механизаторы трактор не может водить. Его не научили. И правда, был ректор нашего, уважаемый Олег Алексеевич, когда прямо стоял вопрос. Перед нами от нас преподавателей требуют качества, а мы его дать не можем. И было такое время, когда Олег Алексеевич прямо сказал, а зачем же готовить у нас кадры, давайте, наверное, мы будем готовить их за пределами республики. Но, наверное, остановило то, что там не готовятся тропиком, не проходят тропические культуры. Там в основном это зона умеренного климата, там мы находимся в субтропическом. Поэтому это не будет решения. Нужно что-то делать для того, чтобы изменить то положение, в котором мы находимся. Это первое. Каково состояние отраслей? Нынешнее состояние отраслей. Радует лишь одна отрасль. Это отрасль виноградарства. Только есть сожаление. Сожаление о том, что мы выбрали те районы, которые менее подходят под виноградную культуру. Самые лучшие земли, где наилучшее сочетание климата, почвы, рельефа, это Гдуловские районы. Мы его оставили, ушли от него. Но неплохие возможности развития виноградарства в Гуляревском районе, но меня беспокоит Очерчевский район. Потому что мы имели виноградники в учебно-ловном хозяйстве в Тамыше, в зоне конфликтской деятельности. И помнится, что очень трудно было бороться с грибными заболеваниями. Поэтому кто закладывает там виноградник, должен это учесть, что это отнестись к этому очень серьезно. То есть потребуется большое количество опрыскиваний, постоянно держать внимание по развитию таких болезней, как мильдио, оидиум. Вот. Но многократное опрыскивание, конечно же, не дают экологически чистую продукцию, поэтому это тоже должно быть обращено внимание. В области цитрусоводства. Вы знаете, это приоритетная культура, и развивать ее такими темпами, которыми развивается сегодня, это не тот путь, который мы избрали.
Вдруг на этом фоне мы видим введение другой культуры, континентальной культуры, каковой является яблоня. Производим такие закладки, такими темпами, что это вызывает не только в аграрии ученых, но и не аграрии, а просто удивление. Дело в том, что сколько бы мы бы не производили бы, в максимальном количестве, как бы не напрягались, производили бы цитрусовую культуру, есть рынок, мы его не можем насытить, это Россия. И это бюджетообразующая отрасль. А что мы будем делать с яблонями? Когда во всех странах СНГ, часть Северный Кавказ, хотите Молдавию, возьмите, саму Краснодарский край возьмите, но я не знаю, какую республику еще назвать, где массовые, где большие площадя, где, можно сказать, даже производство этих плодов, и не знают, что с ними делать. Поэтому мы не против культур умеренного пояса. Будь это персики, пусть будет это та же самая яблоня и другие культуры, но в пределах внутренних потребностей. И все. Тут возникает еще и другой вопрос. На каких условиях закладываются эти сады? Государство берет на себя все затраты, и тогда, когда вступают эти насаждения в плодоношение, тогда только передаются арендатору с оградой, с уходом, со всем. Выражают недовольство арендаторы цитрусовых. Там, да, и после того, как эти насаждения вступят в плодоношение, отчисление государству, насколько мне сказали, 10%. Так ли это или нет, мне сказали руководители. А у цитрусового арендаторов 50%. Поэтому это вопрос, когда необходимо отрегулировать и что-то делать, чтобы арендаторы цитрусовых арендных участков вообще не оставили их или отказались от. Что касается овощеводства, каково положение здесь? По расчетам ежегодно требуется 15-17 тысяч тонн овощей и картофеля. Это расчеты Георгия Алексеевича Хлапыш, нашего ведущего овощевода республики. И своими силами в республике мы производим на 5-10% удовлетворяющие способ населения. Остальное заводится из рынка, России и других стран. Причем неизвестно какого качества. Кто проверяет это качество на наличие нитратов, других веществ? Нет такой службы, нет такого контроля. У нас настолько благоприятные условия климатические, что мы можем выращивать круглый год, даже в открытом грунте. Зимний период это холодостойкие культуры, капуста, гречано-луковичные и известные культуры. В летнее время теплолюбивые сейчас. Поэтому тут же по рекомендациям ученых на двух этих конференциях указывалась цифра о том, что нужно организовывать крупные хозяйства. Ну, указывается, не знаю, в таких объемах, как 250-300 гектаров по районам. Вот такое видение ученых предложений. Но отрасли, безусловно, это нужно возрождать.
Что касается пути решения этих вопросов, что касается границ, понятно, пора остановить. Потому что эти закладки ведутся в ущерб не только цитрусоводству, но и другим субтропическим культурам. Необходимо это первое. По винограду необходимо создание, мы производим эти закладки за счет завоза саженцев извне. Причем на тех подвоях, насколько мне известно, на тех подвоях, которые не имеют подхода к нашим химическим условиям. Там четко рекомендовано для нашей зоны это рубария рубестris 2014 и рубария рубестris 3006. А они на других подвоях. Поэтому необходимо создать питомник. А что касается самого питомника, то есть серьезные жалобы к нему. Он организован выпуском, во всяком случае, посадочного материала, занимается НИИ сельскохозяйством. И вот и от населения, да и мы сами видим, что некачественный посадочный материал производится. Как-то на одном из мероприятий здесь были необходимости саженцев цитруса. И сколько мы не искали на территории питомника, не могли найти ни один стандартный саженец, чтобы можно было его продемонстрировать, показать, что это саженец стандартный. То есть выпуск идет нестандартного посадочного материала, с которым, конечно, мириться нельзя. Что касается табаководства, мы отказались от ведения этой культуры по той причине, что нет регулировано ценообразование и рынок сбыта. Но министерством было обещано о том, что, во-первых, планы были такие, что есть возможность выращивать эту культуру, возродить ее и выращивать на площади 1000 гектаров. При условии ценообразования и нахождения рынка. Но вопрос остался открытым, он не решен, и он не решен. Во-первых, что хотел сказать, чтобы заканчивать это выступление, потому что я вижу, прежде чем, вот мы слышим, чаем нужно там 2000, 1500, той культуры нужно столько. Но это цифры, которые мы принимаем в кабинете. Было предложение наше, Министерству сельского хозяйства, организовать комиссию с нашей помощью, выезды на места, определиться, посмотреть, проанализировать ресурсы, состояние этих многолетних и других насаждений, на месте дать рекомендации. То есть планирование должно в каждом регионе быть на базе учтения трудовых ресурсов и состояния, сколько это тот или иной регион может выращивать ту или иную. Ну, пожалуйста, пожалуй, коротко все.